оттуда оторвать. Абдулхамид Хусейнович родился в горном селе Игикал 17 февраля 1939 года. Они тогда еще жили в башне. Ему только исполнилось 5 лет, когда началась депортация. Это было непростое время не только для отдельной семьи Аушевых, но и всего народа. Тогда морозы были сильнее, чем сейчас. Я, конечно, был плохо одет, не лучше, чем другие. Но в чем был, и в том и пришел туда. Отца арестовали тут же. Он мне свою шапку каракулю отдал, говорит, теперь ты старший мужчина в семье. Абдулхамид Хусейнович хорошо учился, помогал матери и уже в 1962 году окончил Карагандинский политехнический институт. Я не смог с первыми, кто ехал, вернуться назад. Ну, а семья, я единственный сын, те тоже не могли оставить меня, значит, приехать, да и куда ехать, кому ехать. Тогда все связывали свои надежды со мной, естественно. Ну вот, закончил институт в 1962 году, стал горным инженером, электромехаником, мое первое образование. А после окончания института я получил направление в научно-исследовательский институт, научным сотрудником. После они уже всей семьей вернулись на историческую родину. Абдулхамид Аушев работал на различных должностях. Уже в 37 лет он стал министром промышленности Чечено-Ингушской АССР. Работа была непростой, многое пришлось налаживать с нуля. Через 3 года он был направлен в один из самых сложных районов республики – Назрановский, уже председателем райисполкома. 2 часа ночи приехали ко мне и говорят, народ тебя зовет. Меня привезли. И заперли всех этих членов райкома партии в помещении их там. Вот пока не изберете, никто не выйдет отсюда. Ну, в общем, меня вот избрали. Поэтому я немножко вел себя, ну, как бы увереннее, потому что народ как бы поддерживал. В июне 1992 года было объявлено об образовании Ингушской республики, и уже в начале 1993 года у республики появляются свои органы власти. Для становления и развития региона была нужна надежная финансовая составляющая субъекта. Абдулхамида Аушева назначили начальником управления Центрального банка России по Ингушетии. За короткий срок опытный руководитель смог наладить банковскую систему в регионе. Тяжелая ситуация в период становления республики сплотила народ, а коллективные усилия не пропали даром, вспоминает он. Руслан, когда пришел в эти дни, вокруг него люди сплотились и выстояли. А он воодушевленный тем, что его народ так поддерживает, с утроенной энергией работал. Порядка 10 лет работы руководителем банка были одними из самых сложных и напряженных в его карьере, но его труд всегда был заметен. Когда в 1997 году была учреждена высшая награда республики «Орден за заслуги», Абдулхамид Хусейнович Аушев был первым среди награжденных. Уже больше 20 лет Абдулхамид Хусейнович на заслуженном отдыхе, но он всегда душой болеет за родную республику и ее жителей, радуется ее успехам. Нашей республике я бы пожелал прежде всего, вот то, что я уже сказал, вкладываться в детей. У Абдулхамида Аушева 2 сыновей. Старший Магомед Башир 2 раза возглавлял Министерство финансов Ингушетии, кандидат экономических наук. Младший Тагир – профессор РАН, заведующий кафедрой физики высоких энергий МФТИ. Недавно указом президента его наградили ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени. Единственная дочь Мадина – врач. Они, как и отец, своим трудом вносят вклад в дело развития региона и страны. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.